Сначала давайте разучим мелодию. Тахпахам. Она такова. Начинается игра с 4-й струны. Переходим на 5-ю, нажимаем легато, на 6-ю. И тут извлекаем атаками уже. Итак. Вот это первое небольшое предложение. Еще раз показываю. Начинается с 4-й струны. С 4-го переходим в 5-е, на 6-ю. И тут опять нажимаем левой рукой. Но играем с атакой. Дальше. Начинается опять с 6-й струны. Переходим на 1-ю, потом на 5-ю, с нажатой левой, отпускаем. Еще раз. И вот получается теперь вместе. Такая мелодия. Следующее предложение, это уже 3-е предложение, начинается с 4-й струны. Здесь задействованы 3 струны. 4-я, 1-я и 5-я. И вот получается так. 4-я, 1-я. Нажимаем левой рукой, возвращаемся к 1-й струне и к 5-й, но уже отпущенной левой рукой. Еще раз. Легато здесь. Это было 3-е небольшое предложение. И 4-е предложение. Опять же задействовано 4-я, 5-я, 1-я, 4-я струны. Вот такой ритм. Еще раз соединяю 3-е и 4-е предложение. Ну а теперь играю полностью с самого начала. Это первый куплет, первое предложение, так, большое предложение. Теперь вторая часть. Так, все то же самое, также начинается с 4-й струны. 4-я, 5-я нажимается левой, 6-я также нажимается. И тут возвращаемся к 5-й, нажатой левой рукой. Еще раз. Это уже нажатая левая 5-й струны. И дальше. Также нажатая левой рукой 5-я струна отпускается и играется 1-я струна. И дальше там уже знакомая мелодия. Заканчивается также. Во втором предложении все так же, кроме единственно 5-й струны, где вот нажимается при обратном ходе вот левой рукой. Ну вот еще раз. Играется теперь второе большое предложение.
Вот это отличие от первого предложения. И вот это второе отличие. То есть нажимается пятая, нажатая с левой рукой, отжимается и первая струна. А все остальное точно так же, как в первом предложении. И заканчивается. Еще раз повторяю полностью мелодическую структуру мелодии Тахпаха. Левой рукой нажимается, нажимается, нажимается левой рукой пятая струна, нажимается левой рукой пятая струна. Теперь второе предложение. Нажимается левый. Опять. Нажимается левая пятая. Вот вся мелодия.